иностранный язык мечтает рано или поздно бывать в стране своего изучаемого языка. И как раз сегодня, путешествуя по коридорам мглы, мы наткнулись на студентов, которые прибыли из дальнего зарубежья. Девушки с удовольствием согласились ответить на животрепещущие вопросы, связанные с их стажировками. Итак, начнем интервью. Здравствуйте, девушки. Для начала расскажите немного о себе. Какие языки изучаете, в каких странах довелось стажироваться? Здравствуйте, меня зовут Виктория Терещенко, и я студентка 413 группы. Я изучаю английский и шведский языки. И побывала я, естественно, в Швеции. Этим летом я была на летних курсах в шведской народной школе, которая называется Аксивала Фольклорскула. И я вместе со студентами из 23 или 4 стран изучала шведский в течение 3 недель. Вы знаете, никогда бы не подумала, что бразильянку и китайцам может объединить шведский язык. Здравствуйте, меня зовут Царенко Елизавета. Я также студентка 4 курса 410 группы. Изучаю 2 языка. Основной мой язык английский, второй китайский. Получила стажировку по китайскому языку, училась в городе Шанхай, в Шанхай-Цзяхунбасю, который на данный момент является одним из ведущих университетов Китая. И я очень всем советую этот универ. Очень классно. Меня зовут Мибишин Кати, я студентка 421 группы. Изучаю 2 языка, арабский и английский, и сюрприз-сюрприз. Арабский у меня как первый язык. Удалось побывать на 2 языковых стажировках в Султанате Омане. Замечательная страна, открытая для туристов. И недавно приехала с языковой стажировки из Марокко. Тоже очень понравилось, всем советую не только этот университет, но и страну. Есть все, что нужно искушенному туристу. Ничего себе, какая биография! А скажите, пожалуйста, как вы смогли туда попасть? Что вам в этом помогло? Я начну с себя. Дело в том, что мне стажировку дал Институт Конфуция, МГУ. Нужно соответствовать как минимум 2 критериям. Первый – это сдать экзамен HSK-4. Довольно высокий уровень, особенно если ты изучаешь китайский как второй. Поэтому пришлось немного поработать, точнее, очень даже не немного, а посидеть над китайским довольно серьезно. И второй уровень устного экзамена, который я, к сожалению, не сдала. Но сдала в Китае. Вот. Но, тем не менее, это мне не помешало. Все в порядке. Вот. Ну, в общем, для того, чтобы получить стажировку, нужно довольно серьезно относиться к языку с самого первого урока и не обольщаться насчет того, что стажировок много. На самом деле это не так. Вот. Особенно хороших. Поэтому, ребята, учим китайский. И если можно прояснить для тех, кто не знает, HSK-4 это какой уровень? Если мы будем рассматривать в соответствии с уровнем градации в английском языке, то это где-то B2. Вот. Да, B2 нужно было сдать. В конце, после того, как я вернулась со стажировки, я уже сдала C1. То есть у меня уже есть сертификат C1, и получается такой же устный сертификат, тоже C1. Вот. Сейчас готовимся к 6-му HSK, C2. Что касается меня, то для стажировки в Султанате Омане нужно было писать вступительные тесты, и отбиралось со всего мира 20 студентов определенного уровня языка. То есть, и когда мы приезжали уже в сам Султанат Оман, нужно было сдать устный тест, грамматику, аудирование и написать небольшое сочинение, а также и прочитать текст, что оказалось одним из самых сложных задач на тот момент. Кстати, да. Да, потому что тогда, на тот момент я учила арабский только год, но, к счастью, я попала в группу с высоким уровнем языка, и преподаватели были очень-очень удивлены тем, что студенты нашего университета, которые изучают арабский всего лишь год, могут не свободно говорить, но могут изъяснять свои мысли, понятно. Что же касается Марокко, то там было все намного проще. Там занятия начинаются каждый понедельник, то есть каждый понедельник студент может приехать и сказать: я хочу учиться в вашей школе. Сразу же проводятся вступительные экзамены, также на уровень языка, чтобы понять, в какую группу определить студентов. И
так получилось, что я была единственным студентом в своей группе, потому что не было других студентов с моим уровнем языка, настолько он был высок. Да, минутка хвастовства и самолюбования. Спасибо за это моим любимым дорогим преподавателям в МГЛУ. И я думаю, это говорит об уровне преподавания языка в нашем университете, причем весьма явно. Теперь о шведском. Небольшое предисловие. В Швеции существует организация «Шведский институт», которая занимается обменами студентов по всему миру. И эта организация была создана с целью повышения внимания и популяризации шведского языка во всем мире. Поэтому на языковые курсы Швеции я попала именно благодаря этой организации и благодаря нашим преподавателям в МГЛУ, потому что это именно они мониторили сайт Шведского института и подсказали нам, студентам, что существует такая возможность поехать в Швецию. Я писала мотивационное письмо, которое среди, я не знаю, сколько студентов на тот момент писали наши мотивационные письма, и получается, на заседании кафедры преподаватели шведского языка отбирали лучшие и отправляли несколько заявок от каждого факультета. И вот мне посчастливилось пройти также отбор шведского института и поехать на это обучение. Оман, Марокко, Китай – страны экзотические, да и Швеция на Беларусь не очень похожа. Расскажите, пожалуйста, были ли какие-нибудь трудности, с которыми вы столкнулись, культурные, языковые? Ну, начнем с того, что культура арабских стран очень сильно отличается от того, что мы привыкли видеть здесь, в Беларуси, каждый день. То есть, когда я начала учить арабский язык, я начала учить не только сам язык, но и культуру жизни в арабских странах. То есть, мне кажется, это было одно из самых сложных задач, потому что применить на себя совершенно другое мировосприятие людей. И не то, чтобы просто принять, а принять его и понять, как люди думают. Да, это первый год было очень сложно, и у нас было очень много пар по культуре арабских стран, просто для того, чтобы объяснить нам, как люди там мыслят, и, возможно, даже подготовить. Это была очень хорошая подготовка к поездке в арабскую страну, когда ты не просто сидишь на парах и тебе рассказывают, вот мы делаем так-то, 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 а ты сам видишь, и ты сам погружаешься в эту жизнь. Наверное, во время моей первой поездки я не так сильно прочувствовала вот эту вот культуру, потому что мы в Султанате Омане, мы жили в общежитии, и за нами был постоянный контроль, то есть за нас отвечали преподаватели. Если мы ехали на какую-то экскурсию, то мы были постоянно в сопровождении, и сами куда-то выйти и поехать мы не могли, потому что просто банально школа боялась за нашу безопасность, что мы потеряемся. И да, это ответственный подход. Когда я была в Марокко, там было все немножко по-другому. Там ты предоставлен сам себе. То есть ты снимаешь квартиру, и на этом надзор школы за тобой заканчивается. Ты ходишь на рынок, сам покупаешь продукты, ты сам ездишь, организуешь себе экскурсии. То есть ты сам, честно говоря, первый месяц это было как будто котенка бросили в море. И если ты сам не поплывешь, то, извини, тебе никто не поможет. Приходилось самой понимать культуру общества и, в принципе, как устроена жизнь в Марокко. И, наверное, это очень помогло понять, как думают там арабы. Было много сложностей, я не спорю, потому что страна совершенно другая. И был очень такой показательный случай, когда первый день я приехала, я была очень голодная. Но так как я была одна, мне некому было объяснить, что существует два типа, скажем так, кафе. Кафе, где можно попить кофе и чай, но нельзя ничего купить из еды, потому что там банально ничего не продается. И второй тип кафе, где можно поесть, но нельзя попить кофе и чай. И я не знала об этом. И я зашла именно в то кафе, где можно было только попить кофе и чай. И там сидели одни мужчины. И я подумала, честно говоря, грешным делом, что девушкам просто туда нельзя заходить. И когда я села и спросила, а можно мне, пожалуйста, что-нибудь покушать, мне сказали нет. Но нет не потому, что мы не продаем здесь еду, просто сказали нет. И когда ты не знаешь вот этого вот, что да, девушкам туда можно, но дамы просто предпочитают туда не заходить, ты думаешь, что нет, потому что вы девушка. Конечно, потом мне все объяснили, преподаватели все рассказали,
Но первый день, да, вот этот был немножко культурный шок, от которого я пребывала еще, наверное, месяц, я просто вливалась в жизнь. И когда я путешествовала уже по стране, то есть я проехала, наверное, за 2 недели больше 2000 километров, я увидела все. И это тоже помогло. Конечно, были свои сложности. Все знают, что арабы просто в восторге от девушек европейской внешности. Да, скажем так, я не дурна собой. Да, поэтому... Вторая минутка, Слава. Засекайте просто. Когда выходили на улицы с другими студентками, было много восторженных криков, попыток познакомиться. И да, на 2-й месяц мы даже стали носить платок на голове, чтобы нас хотя бы со спины принимали за арабов и не так сильно кричали. Швеция — это, конечно, не Африка и не Азия, это Европа, но, знаете, свои сложности тоже были. И вот, если честно, первое впечатление, которое у меня сложилось о Швеции, что люди там все время думают, говорят и заботятся об окружающей среде, потому что у них куча разной рекламы, где написано все с подтекстом «забота об окружающей среде», там «купи этот продукт и подумай об окружающей среде», «не делай это, подумай об окружающей среде», «сделай это, подумай об окружающей среде». И первое, вот, что меня поразило, шведы очень серьезно относятся к сортировке мусора. И первая, скажем так, моя проколка в школе была, когда я выбросила чайный пакетик не в то мусорное ведро, и преподаватель при всех стал узнавать, кто же у нас не знает правила сортировки мусора и куда что нужно выбрасывать. Вот меня при всех, ну, как бы отругали, но вот это такой очень показательный момент, потому что они действительно очень заботятся о том, как после этого не оставляют в природе. И второй момент, который меня очень поразил, это, в отличие от арабских стран, равноправие. И Нет, я просто к тому, что в арабских странах нужно еще подумать, куда девушке, возможно, нельзя заходить, и... Ладно, я, может быть, мыслю стереотипно, но про Швецию. Например, для меня был немножко шок, когда парень из Германии, мы, получается, вместе с ним выходили из магазина, и я, девушка славянская, привыкшая к мужчинам-джентльменам, я была уверена, что он откроет мне дверь, а он стоит и ждет, когда я ее открою себе сама. И как бы он даже и не понял, когда я потом попыталась объяснить, что у нас вот так принято, что зачем я должен открывать тебе двери, и ты точно такая же, как и я никак не должен показывать, что... То есть он, во-первых, он сказал, что он хотел меня обидеть и показать, что я слабее. Вот, ну, в общем, это было для меня немножко неожиданно. Ну и, конечно, самое главное трудность — это был, естественно, язык, потому что я никогда не находилась в полностью шведской языковой среде, и первые сутки в школе, кстати, говорили все только на шведском, и преподаватели как бы за этим следили, вот, чтобы мы не использовали в своей речи английский язык, это очень правильно. И первые сутки я находилась, не было ни одного русскоговорящего человека, все говорили на шведском, и, честно, после суток дороги, когда я приезжаю и все говорят на шведском, мне было очень сложно. И мозг немножко взрывался. Но когда я вернулась, сложности начались с русским и с английским. Потому что мой мозг никак не мог перестроиться, и понадобилось время, чтобы вернуть уровень английского до прежнего уровня. Наверное, так. Сейчас я расскажу про Китай. Я была на юге, ну, скажем так, на юге для тех, кто живет на севере, вот, потому что это не совсем юг, ну ладно. Была в Шанхае, и самая главная сложность, которая подстерегает вообще всех, кто собирается в Китай, не в Пекин, не в Тяньцзин, не в суперсеверные города, это, конечно же, диалекты, акценты всевозможные и так далее, потому что, конечно, есть люди, которые говорят на путунхуа, то есть мандаринском, то есть литературном языке, но большинство людей все-таки говорят на местном наречии, и когда ты банально выходишь в магазин за продуктами или берешь такси,
И может оказаться так, что тебя совершенно не понимают, хотя ты говоришь на хорошем китайском. Вот. Но как только я прилетела и взяла такси до университета, чтобы доехать зарегистрироваться, я была в каком-то невероятном шоке, в каком-то вакууме, потому что таксист вроде бы говорил на китайском, но такое ощущение, что не на китайском, потому что он говорил настолько быстро, и все тоны, которые мы изучали, так вот плавненько каждый тончик выводить, просто куда-то улетело это все на самом деле. Тем не менее, тоны были. Ну, то есть, как бы самая главная вообще проблема всех китаистов — это говорить ли тоны, говорить, когда они, ну, там, не знаю. Вообще надо тоны говорить, конечно, иначе тебя не поймут. Вот. И причем реально не поймут, потому что многие же слоги, ну, они звучат одинаково, если ты, не дай бог, сказал не тот же тон, сразу такой, что? Вот. Поэтому, да, это было прямо в первый день, я не понимала, что мне говорят, я не понимала тоны, ну, да, еще были всякие шанхайские диалекты, точнее, он один, но, да, во всевозможных вариациях, на самом деле. Вот. Но на самом деле в Шанхай стоит ехать, потому что Шанхай очень развитый, очень красивый город с множеством возможностей, как для учебы, так и для работы, так и для жизни. В Китае, если что-то вообще делается, это либо какая-то история, ну то есть традиции, соблюдение традиций, либо кажется, что логики нет, но она все-таки есть, просто мы ее не знаем. Еще очень классные там правила дорожного движения, которых нет. Вот, да, то есть возможность быть сбитым поджидает тебя на каждом углу, на самом деле, да. Но там, конечно, стараются вводить какие-то правила, светофоры есть, но просто никто особо не обращает на них внимания. Да. Вот. Но это такой сложности. Язык, немножко адаптироваться к правилам дорожного движения, вот, адаптироваться к таким вот культурным мелочам. Но на самом деле просто я знала, куда еду, я готовилась к этому, поэтому у меня уже был такой, знаете, внутренний покой и дзен, поэтому я была спокойна. Что вам больше всего понравилось в ваших путешествиях? Или, возможно, у вас есть какие-нибудь подсказки для студентов или будущих студентов, изучающих ваши языки? У меня была просто шикарнейшая возможность попробовать себя в качестве преподавателя русского языка для арабов. Да, так очень странно получилось, но я ни разу не пожалела об этом. Конечно, сначала были сомнения, потому что как-то без специальной подготовки преподавать свой родной язык. И это было очень-очень-очень сложно, потому что половина группы не говорила на английском. И мне приходилось грамматику русского языка объяснять на арабском. С одной стороны, интересный опыт, но тоже приходилось работать над собой. И это была очень хорошая практика арабского языка. И в один прекрасный момент, наверное, самый-самый запоминающийся и приятный момент со всей стажировки было то, что, наверное, после 1,5 месяца пребывания в Марокко наступил такой момент, когда было уже чересчур много арабского в моей жизни, то есть арабский в школе, арабский на улицах, арабский на преподавании русского языка. И началось, так сказать, моральное истощение. Я просто, сложно было уже даже думать на арабском. И у меня было занятие с этими русскими студентами, изучающими русский язык. И, скажем так, пришло оно не очень хорошо. И я потом извинялась, говорю, извините, пожалуйста, сегодня себя не очень хорошо чувствую. И они такие, на русском языке все мне сказали: Катерина, не переживайте, вы такой хороший преподаватель. Наверное, это был просто самый счастливый момент в жизни, когда твои студенты, которым ты пытаешься вложить знания в голову, они говорят тебе на языке, который ты им преподаешь, что ты такой хороший преподаватель. И, наверное, самое главное, что я хочу сказать для тех студентов, которые думают, учить арабский язык или не учить, не стоит тратить свое время. Не зацикливайтесь на стереотипах, которые существуют про нацию, про этот народ. Ведь вы знаете, что язык идет в тесной связке с культурой, с историей, со всем. Поэтому не всегда все стереотипы действительно правдивы. Забудьте, абстрагируйтесь. Если вам действительно нравится язык, как он звучит, если он вам, как говорится, ласкает слух, и вы действительно хотите погрузиться в эту совершенно другую культуру,
дерзайте. Возможно, будет сложно, даже невозможно, будет сложно, потому что арабский настолько отличается от европейских языков, от русского, белорусского, украинского, что нужно учить все с нуля. Грамматика, фонетика. Арабский — это совершенно другая культура, совершенно другой язык, где нужно просто сидеть и учить. И если вы подумаете и решите, что вы готовы потратить свое время, дерзайте. Вы никогда об этом не пожалеете. Я вернулась после Швеции в Беларусь. Честно скажу, вернулась я сюда только физически, потому что мысли мои несколько месяцев были еще там. Хотя я побыла в стране только 3 недели. И, казалось бы, это очень маленький срок, но моя жизнь во многих аспектах просто изменилась на до Швеции и после Швеции. Меня очень сильно поразило, насколько развита в шведских деревнях инфраструктура. Было весело, и какие-то, конечно, были у нас в процессе наших путешествий трудности, но все это было как просто незабываемое впечатление. Посоветовать мне бы хотелось ребятам, которые будут учить шведский язык, действительно его учить и как можно больше слушать, как можно больше смотреть, причем смотреть желательно живой шведский, развивает навыки аудирования, с одной стороны, а с другой стороны, приехав в Швецию, я поняла, что я понимаю не всех людей, которые говорят на шведском, и порой у меня были вопросы, на шведском ли они говорят, потому что очень отличаются диалекты, и шведская интонация, она не такая простая, как кажется на первый взгляд. Поэтому учите, еще раз учите. Я могу теперь с уверенностью сказать, вернувшись оттуда, что сложились у меня не только отношения с Китаем, но и с китайцами, причем очень хорошие отношения. Мужа я так себе не нашла. На самом деле, я там занималась с детьми в свободное от учебы время, которого было, к сожалению, очень мало, но я там занималась с детьми и очень много общалась и с самими детьми на китайском, и с их родителями, и было мне очень приятно, когда на мой день рождения собрались все мои, скажем так, ученики с родителями, приготовили мне борщ. Правда, не забыли туда добавить свеклы, но это было так мило, вы не представляете, очень приятно. Вот, поздравляю нас со всеми праздниками. Ну, то есть, мы очень много времени проводили вместе, ну, которое было, скажем так, не рабочее и мое учебное. Вот. Также у меня появилось очень много друзей, конечно, ну, не из Китая, с которыми мы также путешествовали. И, господи, это просто шикарно, когда ты идешь по залу, которому, не знаю сколько, 2000 лет или там 3, который был открыт во времена династии Цин, очень известная терракотовая армия, одна из примеров, просто они большинство людей знают. Вот. Вообще непередаваемое ощущение на самом деле. Ну, это из такого, что очень понравилось. Конечно же, понравилась учеба. Учеба очень классно. Но было очень трудно, но тем не менее для меня это был такой, скажем так, вызов себе, потому что перед поездкой я задумалась, задала себе вопрос, какие у меня приоритеты будут в этой поездке. И я хочу всем посоветовать ребятам, которые собираются изучать китайский, которые собираются поехать на стажировку в Китай, особенно тем, кто уже начал учить и собирается на стажировку. Обязательно задать себе вопрос, с какой целью вы едете на стажировку, потому что очень многие ребята, которых я знаю, не только из Беларуси, а вообще, которые учатся в Китае, считают так, что если они живут в Китае или учатся в Китае, то их язык как бы сам по себе автоматически улучшается, но на самом деле нет, вообще нет. Согласно, в Китае тоже достаточно много разных. Вот. Те же путешествия, конечно. Путешествия это только в плюс, потому что чем больше ты общаешься, тем лучше. Но тем не менее, учеба все-таки это двигатель прогресса в Китае на самом деле. Вот. Так что учимся китайский. Все китайский, все учим. Учим китайский. Забудьте. Арабский. Главное, поступить на филфак, а потом выбирать язык. Да, ребята, все расскажем, объясним, почему нужно учить шведский, Арабский и китайский. И японский. но можно учить на базе, так что. Ребята, welcome.
Хуаин Гуанли. Ахлен Васахлен. Что ты делаешь? Я решила Инстаграм обновить. Вот смотрю недавно фотографии. Ты ее знаешь? Да, это Юля, она была моим куратором на первом курсе. Шикарная девушка, фотографии просто загляденье. Я обалдею. Эх, шикарные фотографии, какие виды. Я бы даже когда-нибудь хотела съездить в Северную Корею. Ой, Южную. Может, в Японию? Да, было бы неплохо. Юля! Привет, ребята! Привет, слушай, мы тут только что закончили интервью с ребятами, которые были на стажировке. Не хочешь к нам присоединиться? А почему бы и нет? Отлично, Настя, снимаем. Итак, Юля побывала в Южной Корее. Юля, расскажи, пожалуйста, в каком университете ты обучалась и как смогла попасть на стажировку? Что тебе в этом помогло? Я обучалась в университете иностранных языков Хангук. Чтобы попасть туда, я старательно училась, много занималась, учила корейский язык. Отбор проходил на основе среднего балла. Олег Сергей Евгеньевич предложил нам подать документы в этот университет, так как у нашего университета подписан договор с ним, и, соответственно, наши заявки были одобрены, и мы не могли упустить эту возможность и поехали в этот университет. Я думаю, что Южная Корея очень сильно отличается от Беларуси, и наверняка были какие-то культурные или, может, языковые особенности, с которыми ты столкнулась. На самом деле было очень много смешных событий, которые я запомню на всю жизнь. Например, как только мы приехали в Корею, у нас было очень много сумок, мы пытались словить такси. Это было неимоверно сложно, потому что когда я подходила к таксисту, чтобы спросить его о цене и сможет ли взять у нас обеих с нашими 4 сумками, я начинала с ними говорить, или могла говорить совершенно простые фразы, и они думали, ага, она может говорить по-корейски. И начинали с ними разговаривать как с лучшим другом. И, соответственно, на этом моменте я просто замолкала, потому что я теряла нить, вообще, не понимала, о чем они говорят, и было очень сложно. Мы ловили такси 15 минут, в итоге с одним таксистом не удалось договориться, однако, когда я повернулась к своей подруге, Соне Емельяновой, просто уехал. Это было очень обидно, очень горько. Вот. Также могу сказать, что корейцы очень добрые люди, которые готовы всегда помочь. Например, ты идешь по улице, и ты не можешь найти какое-то заведение. Даже не зная корейского языка, ты можешь попросить любого прохожего о помощи, и они всегда тебе объяснят. Пусть даже с нулевым знанием английского языка, они тебе помогут, они тебя доведут до места, еще усадят, и могут даже сесть вместе и поесть. Что-нибудь про корейское метро? Корейское метро. Меня больше всего удивило то, что для корейцев типично не уступать места пожилым, беременным и людям преклонного возраста. Для них это совершенно нормально. И даже в самый час пик они не обращают просто внимания, кто с ними рядом стоит. И кроме того, они никогда не снимают сумки. У нас в метро все время, когда едешь, люди гневаются, начинают издавать какие-то непонятные звуки, показывая всем свое раздражение. Снимите свои сумки, это неудобно, это занимает много места. В Корее же всем на это абсолютно наплевать. Вот. Да. Но зато также в корейском метро есть негласное правило. Вот когда вы заходите в метро, справа есть 6 сидений напротив друг друга. Они выделены особым красным цветом. И туда садятся только люди преклонного возраста. То есть если ты молодой, садишься на это место, все начинают на тебя смотреть, а некоторые могут даже начать ругаться с тобой и говорить, что нет, ты должен уйти с этого места. И поэтому, когда я приехала, было очень сложно привыкнуть к тому, что у нас таких мест нет, вот с правой стороны. И я обхожу, думаю, можно туда садиться или нет?
но потом все-таки я уже привыкла. А если пожилых людей нет, но место все равно свободно, можно туда сесть? Нет, никто никогда не скажет. Что в твоей поездке было самым интересным для тебя? Что больше всего понравилось или запомнилось? Самым интересным для меня было встретить новых людей с совершенно разных концов планеты. Я встретила людей из Мексики, из Бразилии, с которыми мы, к сожалению, наверное, никогда не встретимся, из Европы, Франции, Испания, из России. На самом деле огромное количество людей, и мы до сих пор с ними контактируем, что очень приятно. Был очень интересен сам курс корейского языка, то есть изначально целью нашей стажировки было изучение корейского языка. Каждый день у нас было по 4 пары корейского языка, которые длились, каждая из них длилась по 50 минут, и, соответственно, мы практиковались. У нас проходили пары исключительно на корейском языке, и, конечно же, это очень помогло повысить уровень языка, соответственно, потому что каждый день, слушая речь, ты привыкаешь ко всему, привыкаешь к каким-то конструкциям, разговорным фразам. И в течение этих пар у нас было правило условное. Мы должны были говорить только на корейском языке, даже с людьми, с которыми мы могли бы использовать, в общении с которыми мы могли бы использовать английский язык. Наши преподаватели очень интересно преподносили материал, что тоже помогло закрепить в памяти некоторые слова. Что бы ты могла посоветовать? Может, у тебя есть какие-нибудь интересные советы или лайфхаки для тех, кто изучает корейский или собирается на стажировку, для наших студентов и будущих? Ребята, копите деньги. К сожалению, Корея далеко не дешевая страна. Конечно же, можно получить стипендию, но на полгода ее, конечно же, не хватит. По поводу языка, что-нибудь, на что стоит обращать внимание? Конечно же, сказать, что нужно практиковать язык на деле, то есть попытаться найти в Беларуси носителя, с ним практиковать язык, так сказать может каждый, но это очень трудно. Есть очень много сайтов, где ты можешь по вебке разговаривать с корейцами, тем самым улучшать свои навыки, потому что ты можешь всегда понять грамматику, ты можешь всегда красиво написать, используя ее, но говорить — это, наверное, самое большое говорение и аудирование самые сложные части корейского языка. Поэтому я бы посоветовала студентам, изучающим корейский язык, больше слушать и пытаться больше использовать в повседневной жизни корейский язык. Может, в голове прокручивать названия предметов, которые ты видишь вокруг себя. Тем, кто собирается брать корейский язык, я бы посоветовала приобрести любовь к корейской культуре, потому что если у тебя ее нет, язык будет не так интересно учить. И на каждой паре, на первом курсе я тоже не особо интересовалась, на каждой паре мои одногруппники начинали обсуждать хиты сезона, новые дорамы. Я сидела, не понимала, о чем они говорят. И сейчас я иногда сама в этих дискуссиях просто главенствующее звено. И, конечно же, это очень помогает выучить язык, потому что, смотря фильмы с субтитрами, да, ты улучшаешь навыки корейского языка. Спасибо, что ответила на наши вопросы и поделилась своими впечатлениями. Учите корейский язык. Итак, в ходе сегодняшнего интервью мы выяснили одну важную вещь. Неважно, какой язык вы выберете, ведь любой из них — это море впечатлений и возможностей.